Здравствуйте, это программа «7 дней плюс». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Бывает ли бесплатная юридическая помощь? Как выбрать юриста, когда на этом рынке тысячи игроков? Добросовестные юристы – главные признаки. Как и за что платить при бесплатной юридической помощи? И надо ли это? Об этом сегодня говорим с нашим гостем Тимур Геннадьевич Кокоха, председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России. Приветствуем, рады видеть вас в нашей студии. Итак, устоявшийся стереотип. У меня всегда при слове выражения бесплатной юридической помощи, у меня, конечно, появляется, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сомнений у меня, например, возникает много, я не знаю, насколько у остальной аудитории, но все-таки бесплатная юридическая помощь есть, ее оказывает в том числе Ассоциация юристов, Татарстанское отделение Ассоциации юристов России. Вот почему вы называете ее главным в вашей деятельности? Безусловно, стоит отметить, что данное право гарантировано Конституцией, наравне с как бесплатной медицинской помощью, образованием. Да, есть процедура, опять-таки, да, так же, как и запись в поликлинику, для того, чтобы там пройти всю процедуру, то есть есть свой определенный регламент. Также и здесь у нас есть система как государственной бесплатной юридической помощи, так и негосударственной бесплатной юридической помощи. У всех сразу такое понимание, что государственное – это бесплатно, негосударственное – платно. Здесь тоже не совсем так. Негосударственная система бесплатной юридической помощи складывается следующим образом. Это центры по оказанию бесплатной юридической помощи, это юридические клиники на базе высших учебных заведений, где, как правило, профессорско-преподавательский состав осуществляет консультации в присутствии студентов. То есть это все, да, они обучаются. Стоит также особо отметить, что первая юридическая клиника в Российской империи появилась в городе Казань. В 1850 году. Да, Дмитрий Иванович Мейер тогда приглашал любых желающих, граждане приходили за советом, за консультацией, и в присутствии студента во время занятий и после он оказывал данные консультации. И, собственно говоря, что легло в основу образования, высшего юридического образования в стране. Так, а какое отличие от уже не государственной? В государственной юридической помощи она заключается в следующем. Есть определенная категория граждан, это малоимущие, да, инвалиды первой, второй группы и другие категории граждан, которые подпадают под данную систему. Да. Они также приходят, получают бесплатную юридическую помощь в виде как консультаций, так и возможность составления исковых заявлений, жалоб и других документов. Но за это, собственно говоря, предусмотрена компенсация. Если оказывает, например, данную услугу адвокат, то он получает оплачиваемую эту услугу. То есть не граждане оплачивают, а государство оплачивает. Ну, как страховой полис, да, условно? Сказать, примерное взаимодействие. Да. Но уникальная особенность в том, что именно в системе негосударственной бесплатной юридической помощи любые граждане могут получить консультации. То есть к вам, по идее, может обратиться любой человек. Вот. И неважно, развод, сделка, я не знаю, ДТП, да. Разные вопросы. Вот, например, на следующей неделе, 24 ноября, состоится Всероссийский день бесплатной юридической помощи, где Ассоциация юристов является ключевым организатором совместно с партнерами. Мы на 50 площадках на территории Республики Татарстан в течение всего дня будем оказывать такие консультации. Это также подключается к этой системе адвокаты, нотариусы, представители фонда пенсионного и социального страхования и другие специалисты, которые посменно по 2 часа оказывают данные консультации. Причем гражданин может прийти, обратиться как к одному специалисту, так и к другому. Хоть весь день может приходить и получать консультации. Вот в этом и уникальность негосударственной системы. Но его не развернут, не отправят, но что-то в этом слишком много и к нотариусу, и к адвокату. Нет, безусловно. За год накопили дело. За первичной помощью, за консультацию он может обратиться и получить. Нужны ли какие-то документы с собой, чтобы, в принципе, воспользоваться своим вот этим правом? Если мы говорим о негосударственной системе, то документы не нужны. То есть понятно, что консультация, человек пришел, и необходимо с собой только брать документы. Ну, имеется в виду, какие есть. И это как поход к врачу, да. Мы должны собрать все анализы, все обследования, принести к врачу, и врач уже ставит диагноз. По такой же аналогии. Причем многие граждане уже знают свой определенный, так скажем, диагноз, знают примерно пути решения и выхода из ситуации, но им нужно подтверждение профессионала. Ну, опять-таки, по аналогии, если брать лекарственные препараты, всегда перед употреблением написано, что нужно и необходимо обратиться к специалисту. Также и в нашей сфере необходимо обратиться к специалисту, проконсультироваться и получить
бесплатной юридической помощи. Сейчас в Татарстане 5 центров бесплатной юридической помощи открыла как раз Ассоциация юристов. Да? Это Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма. Все правильно? Ну, плюс еще отдаленные районы, на самом деле. То есть их порядка 10 у нас по республике. Там, где есть запросы, мы также открываем. Наши партнеры, адвокаты, члены Ассоциации юристов России с удовольствием подключаются к данной работе, выделяют там пару часов в неделю и осуществляют такие консультации. Как часто обращаются татарстанцы, если ведете ли определенную статистику, ну и какие такие юридические тренды, какие вопросы от татарстанцев поступают чаще всего? Ну, всего стоит отметить, что с момента учреждения организации Ассоциация юристов была создана в 2005 году, федеральная структура. А в свою очередь в 2007 году было открыто региональное отделение, Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России. На сегодняшний день мы ведем подсчет, порядка 52 тысяч граждан республики, ну, жители республики получили такую помощь. Но в год это порядка 2, 3, 5 тысяч человек, в зависимости от мероприятия. Если это всероссийские дни единой бесплатной юридической помощи, то это ежеквартально. Каждый квартал, весной, зимой, осенью и летом мы оказываем такие консультации. Кроме того, есть тематические дни, приуроченные, например, ко дню пожилого человека, ко дню ребенка. То есть такие мероприятия мы также проводим и оказываем консультации. Но вместе с тем еще есть ряд партнерских организаций. Это также и на радио. Мы консультируем жителей на татарском языке. То есть вот такие консультации у нас ведутся уже с 2014 года. Есть радиопередача, где в режиме онлайн. То есть спрос? Да, спрос есть, да. Жители всегда звонят, спрашивают, такие дискуссии, вопросы, как быть, как вот выйти из той или иной ситуации. И наши специалисты по отраслям, по профилям, они дают ответы. А с какими вопросами? С какими юридическими тонкостями? Вопросы разные, то есть это зависит и в какой-то степени от времени года, да, от событий. Если вернуться там на 2 года ранее, это, например, ковидный период, да, большое количество людей перешло на удаленную форму работы, и к нам поступали запросы. Были некие спорные моменты, конфликтные ситуации между работником и работодателем, потому что не было правового регулирования, споры, трудовые, поэтому внесли там и изменения в законодательстве, да, как быть. То есть вот человек перешел на удаленную форму работы, он работает, выполняет так называемые все KPI, да, но работодатель ждет его на работе, уже когда стали сниматься ограничения, но многие такие вопросы. Далее, с развитием маркетплейсов, да, вот, большое количество людей совершает покупки те или иные, да, через вот эти сервисы, так называемые. А вот здесь сталкиваемся с вопросами, связанными с защитой прав потребителей. Некачественный товар, не вовремя привезли, не тот товар, да, когда человек уже открыл упаковку, а там не то, что он заказывал. И с такими вопросами достаточно большое количество граждан, в том числе и обращается за советами, за консультациями, мы стараемся разъяснять. Ну и кроме того, есть группа вопросов, связанная с финансовыми, так скажем, затруднениями, когда граждане прибегают к процедуре банкротства. То есть здесь также есть определенная группа вопросов, и в связи с этим мы буквально 2 года назад запустили проект такой по финансовой грамотности населения. То есть занимаемся в том числе и правовым просвещением жителей, для того, чтобы они все-таки такая профилактическая история была, не когда уже придут уже с проблемой, а именно работаем на профилактику в том числе. Ну, вы сейчас перечислили основные вопросы. Ну, как правило, есть ведомства, ну, например, там, по защите прав потребителей, это теперь в полномочиях Роспотребнадзора, да, если я там не ошибусь. А почему к вам? То есть это получается, что где-то в ведомствах не дали окончательного ответа, там не разобрались, то есть люди идут к вам как в последнюю инстанцию? Нет, они идут как им удобно, опять-таки. Они, если говорить о государственной системе, они могут обратиться в органы, федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов, в том числе и подведомственные им учреждения. Вот, например, Республика Татарстан есть государственное юридическое бюро, которое также оказывает юридические консультации. Поэтому гражданин сам выбирает, как ему удобно. Он может и прийти в местное отделение, он может и позвонить на телефоны горячей линии, когда у нас запускаются такие проекты. Поэтому это все зависит от удобства. Ну, я смотрю, как тренды
жизни в стране, да, насколько отражаются на той же самой бесплатной юридической помощи. Все, что касается, например, участников СВО на данный момент. Если что, например, Ассоциация юристов готова, в принципе, включиться и в решение их вопросов? Да, безусловно, когда вся ситуация началась, член Татарстанского регионального отделения, мы запускали телефоны горячей линии, осуществляли консультации, и не только участникам СВО, но и членам их семей. То есть именно в связи с этим законодатель внес правки в федеральный закон о бесплатной юридической помощи. Далее, в том числе, аналогичные правки были в закон Республики Татарстан об оказании бесплатной юридической помощи гражданам республики. Вот. Теперь данные категории граждан могут получать бесплатную юридическую помощь, и в том числе члены их семей. Вот такая вот поддержка со стороны государства в отношении данных категорий граждан имеется на сегодняшний день. Так интересно, все-таки понятно, что у граждан в чем интерес, да? В бесплатной юридической помощи, в получении консультаций еще и бесплатно. А вот юристам-то в чем интерес? Я так понимаю... Хороший вопрос, да. Ну, в любом случае же должны быть какие-то процессы. Я так понимаю, если историческую дату взять, да, когда вы говорили, что... Это первая форма, да, в том числе. Стоит также отметить о создании. Когда Ассоциация юристов создавалась в 2005 году, многие организации, там Союз юристов, Российская ассоциация тоже, все объединились, и то есть у всех было четкое понимание, что нас много, сейчас на сегодняшний день более 35 тысяч членов Ассоциации юристов, только в Татарстане более 600 членов. Вот, нужно что-то делать, как бы все эти правила унифицировать и проводить совместные мероприятия. И поэтому вот единые дни, которые проводятся ежегодно уже более 10 лет. В чем плюс для членов ассоциации? Ну, прежде всего, многие члены ассоциации, помимо того, чтобы что-то получать, они готовы отдавать. То я всегда делю наших членов ассоциации на 3 категории граждан. Это молодежь, там 18-25, это те люди, которые ищут себя в профессии, в направлении, то есть мы занимаемся профориентационной работой, да, кто-то там хочет юридической практикой заниматься, кто-то работает на государственной службе. Вот. Есть категория граждан, которые уже состоялась в профессии, это ближе к 30-35 годам, вот. Но они хотят узнать что-то новое из своих областей, поделиться опытом. Для них мы проводим в том числе и круглые столы, и конференции, форумы, где они могут обмениваться опытом. Ну и в тот же момент они подключаются в эту систему негосударственной юридической помощи и с удовольствием оказывают бесплатную юридическую помощь. Нарабатывают практику, да? Да. В общем-то, совершенствуются в своем профессиональном кругу, да? Это коммуникация внутри. В том числе и некая такая социальная миссия, то есть, ну, всегда вот желание отдавать, вот как у нас в общественной деятельности, у нас большое желание помогать людям. Именно поэтому члены Ассоциации юристов, когда приходят к нам, подают документы на вступление, первый мой вопрос, для чего вам это нужно и с какой целью вы поступаете. Он говорит, ну вот мы видим, чем вы занимаетесь, каким направлением мы тоже хотим оказывать и бесплатной юридической помощи, и принимать участие в мероприятиях. Ну и в том числе самых активных участников мы приглашаем не только на наши мероприятия, но и в конце года к нашему профессиональному дню. Это День юриста, который проходит ежегодно 3 декабря. Но празднуем мы иногда его пораньше. Вот, на нашей церемонии мы награждаем самых активных участников, членов Ассоциации юристов России. То есть подводим некие итоги. И им, в свою очередь, тоже приятно получить такое общественное признание. Теперь вообще о юристах. Очень часто были формулировки, ну, у нас в стране юристов и экономистов, ну, завались, да, а сейчас в условиях технологического суверенитета, интереса к науке, в общем-то, интерес совсем, вроде бы, другие люди востребованы, рабочие специальности. Что происходит сегодня вообще в юридической сфере? Насколько сегодня достаточно кадров, в принципе? Насколько сегодня подготовка кадров соответствует запросам времени? Понимаем, что, если уже, как вы сказали, маркетплейсы, это получается новая система, да, новые веяния, новые тренды. Что происходит сегодня? Кто становится юристом? Насколько сегодня модно быть юристом? Модно быть юристом. Или уже все? Здесь я вижу 2 тренда. Если говорить в целом о Российской Федерации, порядка 200 тысяч юристов у нас выпускается каждый год. То есть это огромная армия юристов. Но вместе с тем даже и к нам в аппарат, и ко мне лично обращаются многие работодатели с просьбой предоставить хороших юристов. Вот прям реально есть большой запрос. В связи с этим мы 6 лет назад запустили проект, называется «Кадровый центр», где уже выпускники юридических факультетов и вузов. Да, при ассоциации каждый год мы проводим, где-то в мае месяце. Вот, по всем вузам проводим анкетирование, тестирование. Из 200 прошедших испытательные этапы проходит 50.
Вот эти 50 человек приходят на нашу площадку, и в течение дня мы приглашаем всех работодателей, смотрим на их деловые качества, как они могут разобраться в кейсах, решить те или иные ситуации, те же самые консультации, как мы уже говорили. И из них, из 50, мы отбираем десятку лучших, и в течение года мы их трудоустраиваем. Кому-то сразу поступает предложение о трудоустройстве, кто-то просто проходит стажировку. Вот по такому алгоритму мы работаем, но говоря о спросе, спрос он есть. В свою очередь я вот веду немножко еще и преподавательскую деятельность. Я помню, когда мы поступали, такое гендерное равенство было между мужчинами и женщинами. У нас было 50% мужчин и 50% девушек. А наши преподаватели нам рассказывали, когда мы поступали, было 80-90% парней, мужчин, и там 10-15% девушек. То на сегодняшний день я вижу другую немножко составляющую, где-то 60-70% это девушки, и только 30% мужчин. Вот все-таки большее количество девушек поступает именно на юридический факультет, в юридический вуз. Но... Ну, конечно, вопрос, а куда мужчины исчезают? Нет, они не исчезают, просто меняются тренды, меняются направления. Многие и ученые, и юристы говорят о, например, есть такое понятие, как феминизация правосудия, например. В судебной системе большое количество... Феминизация Фемиды, как красиво звучит. Ну, можно так сказать, да. Потому что женщины все-таки более усидчивые, более такие, так скажем, могут усидчиво работать, да, над документами, а мужчины, они все-таки более, так скажем, энергичные по своей природе. Вот, возможно, именно поэтому такие процессы и происходят на юридическом рынке. Ну вот еще о юридическом рынке. Сегодня в том же самом интернете, что стоит там забить в поисковике, там нужен юрист или юрист Казани, выдается огромное количество, сотни, минимум пару сотен контактов, адресов. Мы понимаем, что очень много... Тоже бесплатная юридическая помощь, юрист-консультант при каждом каком-то сайте, тебе сейчас ответят, тебе сейчас помогут. Очень много просто... У меня вот эта ситуация тоже всегда вызывает сомнения, потому что очень много таких же психологов, тренеров, других специалистов. Вот, что в себя включает понятие «добросовестный юрист»? Можно ли доверять юристу на каком-то сайте? Да? Что стоит рассказывать, чего не стоит рассказывать? Дайте вот такие хорошие базовые советы, как не попасть вместо юриста к мошеннику. Ну, тут, знаете, такая сложная категория. Да, были случаи, когда люди звонят и говорят, вот, мы тут обратились к юристам, жалуются, к нам даже жалуются, хотя не все юристы являются нашими членами, только те, кто вступили в ассоциацию, да, говорят, вот ваш член, там, как мошенник, как мы начинаем разбираться в ситуации, во-первых, выясняем, что это человек не является членом ассоциации, во-вторых, потом запрашиваем документы, да, человек подписал договор, ему оказали консультации и так далее, он заплатил там определенную сумму денег, но не получил результата. Это другой вопрос. Как определить добросовестного юриста от недобросовестного? Ну, во-первых, понятно, что если мы приходим на научную встречу, да, нужно понимать, что у человека есть высшее юридическое образование, да, нужно посмотреть все-таки, насколько он себя позиционирует в социальных сетях, также и участвует ли в общественной деятельности, в ассоциации юристов, в других организациях, то есть насколько он себя публично... барьеры, фильтры, да? Да, барьеры, фильтры, то есть как он себя позиционирует как специалист в определенной области, да, кто-то там занимается только исключительно там банкротством, кто-то защитой прав потребителей и других направлениях работает. То есть на эти аспекты стоит учитывать внимание. Ну и потом множество платформ, площадок, где пишут отзывы о юристах. Причем те же самые граждане довольны, недовольны. Я всегда сравниваю, опять-таки, с медицинской сферой, когда нам нужен врач, мы что делаем? Либо обращаемся к знакомым, к соседям, друзьям, к родителям, либо же идем, опять-таки, в интернет, форумы различные, отзывы читаем, какие-то рейтинги. У врачей же в этой ситуации, Тимур Геннадьевич, есть повышение квалификации, какие-то дополнительные документы. А что должно быть у юриста? Ну, у юриста, прежде всего, это диплом. Далее, если же обращаетесь к адвокату, ну, естественно, статус адвоката с его полномочиями, можно уточнить его адвокатской палаты республики, например, Татарстан, да, и состоит ли он как член адвокатской палаты. Вот, на эти моменты стоит уточнить внимание. Ну, и также можно спросить, является он членом ассоциации или нет. Это тоже некий такой маркер для того, чтобы определить, насколько человек соучастен в многих процессах. Ну а как определить? Это такое субъективное мнение. Бывает, что человек приходит за консультацией,
вроде и помещение достойное, человек прилично одет и приятен внешне, да, но он остается недоволен результатом работы. Бывает, наоборот, как бы профессионал-юрист особо не акцентирует на этом внимание, у него большое количество клиентов, работы, да, как бы, может быть, как-то более скромно себя ведет, но профессионал высокого такого, скажем, толка. А все, что происходит с юристами в онлайн, действительно, там, я юрист, я готова вам сейчас нам помочь. Какую информацию, в принципе, человек может разглашать о себе, чтобы, ну, в принципе, потом не попасть в ловушку? Какой такой минимальный набор? Даже не то, что ловушка, опять-таки, ваши документы, данные, это все связано с персональными данными, насколько вы готовы отправить все эти материалы к юристу, да, так называемый, непонятно, это настоящий человек или это бот, чат-бот какой-то, либо это искусственный интеллект. То есть здесь тоже такой вопрос. Я бы все-таки рекомендовал нашим телезрителям приходить к человеку непосредственно онлайн. Оффлайн, да. То есть посмотреть, задать вопросы, да, не стесняться задать вопросы. А также есть, вот, как я уже говорил, система негосударственной юридической помощи. Я предлагаю всегда обращаться к нескольким специалистам по одному и тому же вопросу. Это как врачам, опять же. В том числе, да, я говорю, у нас столько параллелей и схожесть в работе, то есть пройти по нескольким врачам и уже определить для себя, кому вы готовы довериться, доверить свои проблемы, личные проблемы, да, для того, чтобы решить вопрос. Смотрите, к вам приходят жаловаться, ну, например, на работу маркетплейса, да, на некачественный товар и так далее. А вот если к юристу обратился, а результат вот не получился, да? Кому жаловаться на юриста? Что происходит вообще? В принципе, оказанная услуга, не оказанная, что гарантирует юрист и насколько нужно оценивать в этой дорожной карте конечные результаты? То есть, или юрист все-таки консультирует, но не обеспечивает результат? Ну, смотрите, ни один юрист, вот еще один, кстати, маркер вы хорошо подметили, не может гарантировать 100% результат. Если же он гарантирует, что вот на 100% мы выиграем дело там, и так далее, тут вот все-таки стоит задумываться. То есть очень такая тонкая грань. Мы часто сталкивались с этим вопросом. А вот здесь все-таки надо изучить договор, предмет договора, который вы будете подписывать, да, что туда входит. Это, не знаю, сопровождение дела в суде, например, да, либо это первичная консультация, либо составление документов, тех же самых исковых заявлений. То есть все должно быть по этапу. Ну, условно говоря, составление искового заявления стоит, условно говоря, там, 5000 рублей. Вы понимаете, что вы платите 5000 рублей за составление данного документа. Далее, второй этап, обращение в суд. Да, там первое заседание, второе заседание. За каждое последующее заседание есть трудочасы определенные, ну, тарифные сетки у юристов и адвокатов, которые ложатся в основу договора. Поэтому эти моменты нужно обговаривать, то есть не стесняться задавать вопросы. То есть после того, как вы получили консультацию, перед тем, как вы подписываете договор, все эти вопросы нужно регулировать, ну, на месте. Ну и даже не стесняться, если вы получили консультацию и потом сомневаетесь, вы можете попросить договор, проект договора, прийти домой, спокойно посидеть, вечером почитать внимательно, что является предметом данного договора. И потом уже, если там вы понимаете, что более-менее разобрались, ну так же, как там кредитные истории и так далее, я всегда советую взять договор вначале, ознакомиться, а потом уже все подписывать, а не на ходу все это делать. У нас, по-моему, главная проблема большинства граждан, потому что мы не читаем договор. Да, да, согласен. Отсутствие очень времени, длинно, очень сложно, в том числе. С большое количество с использованием терминологии и так далее, и так далее. Есть какой-то практичный совет, как легко прочитать и понять договор? Непростой вопрос. Опять-таки, у нас есть структура договора, да, там всегда шапочка, стороны, реквизиты определенные, всегда нужно смотреть предмет договора, сроки и цена. То есть вот эти три фактора, то есть срок исполнения договора, то есть обычно прописываются этапы оказания юридических услуг в том числе. Предмет, что именно, это может быть просто предоставление консультационных услуг. Вы уже сразу понимаете, что конечный результат – это не то, что вы получите какой-то документ, там, решение суда или органа исполнительной власти, а это все-таки консультация. А если же там указано, что там представление интересов в суде первой инстанции, например, вы понимаете, что вы платите именно за представление интересов в первой инстанции, там, в суде, второй инстанции и так далее. То есть именно вот в предмете кроется основное. Ну, в принципе, во всех остальных договорах, я так понимаю, главный акцент на там, где звездочка?
Ну, такие пометочки, да, сносочки. На что? Я бы как бы не акцентировал на этом особо внимание, потому что, ну, редко, я сам видел несколько таких ключевых договоров, редко, когда юристы злоупотребляют своим правом в этой ситуации. Понятно, что если там банковский договор какой-то, да, там кредитный договор, там множество отсылок, звездочек, как вы говорите. Вот, а здесь все-таки максимально прозрачно. Ну и потом, если же вы остались довольным консультацией юриста, то вы можете уже идти на следующий этап, не сразу подписывать там весь договор, контракт на оказание услуг. Кто-то, например, берет предоплату, ну, то есть тоже на это стоит обратить внимание, что предоплата не может составлять там более там 50% или там 40%. Ну. А если юрист, член Ассоциации юристов России, это что, гарантирует ну, такую там добросовестность, достоверность? Что? Это знак качества? Это в какой-то степени маркер ответственности. Когда человек вступает в ассоциацию, мы это все делаем в публичной форме. Мы, да, такой некий фильтр. Он подает документы, мы приглашаем его на собеседование, далее вручаем удостоверение члена Ассоциации юристов России. Фактически несете коллективную ответственность как таковую. Так, социальную, я бы сказал, да, то есть это все-таки человек с репутацией. Он на кон ставит свою репутацию и репутацию Ассоциации юристов России. Хорошо. Поэтому мы здесь более так тщательно подходим к данному вопросу. Сергей Геннадьевич, да, время подошло к концу. Большое спасибо. Были хорошие практичные советы. Надеюсь, пригодятся. Всего доброго, до свидания.